На территории мечети Ени-Джами, построенной в 1837 году, горы мусора. Ее закрыли еще в 1929 году. В советское время здесь организовали маслобойню. После убийства Вели Ибраимова у нас начинается, скажем так, более мощный процесс национализации мусульманских культовых сооружений. То есть в основном мусульманские мечети закрывали по такому аргументу, что слишком высокая смета на ремонт, высокие требования, которые мусульмане просто выполнить не могли. И им приходилось закрывать мечети, подписывать документы о том, что они отказываются. Это один из способов давления на мусульман Крыма в конце 20-х, 30-е годы. По данным историков, таким образом было закрыто более 600 мечетей по всему Крыму. После возвращения крымских татар сохранившееся здание Ени-Джами передали в ведение духовного управления мусульман Крыма. Когда крымские татары возвращались вновь на родину в 1993 году, здание мечети должны были передать мусульманам. Однако за ночь до акта передачи неожиданным образом здесь происходит пожар. Такой пожар, ну вот вы видите сами результаты, кровля обвалилась. И на протяжении уже буквально всего этого периода, 30 лет, мечеть находится в таком ужасном состоянии. Историк Эльвира Кемал отмечает, Ени-Джами – это не только мечеть. Здесь расположен целый религиозный комплекс. Рядом находится суфийское текие, которое большевики использовали как склад. Сегодня Ени-Джами находится в плачевном состоянии. Активисты из числа молодежи решили в ближайшие выходные убрать территорию святыни и призывают всех неравнодушных к ним присоединиться. Вызываю людей, чтобы собрать порядок, привести в первую очередь первоначально вот на этом территории, как бывшим находился здесь мечеть, порядок убрать все это самое, чтобы было чисто, аккуратненько, и чтобы люди приходили и смотрели на то, что здесь есть, и чтобы не было все грязно. В планах у Руслана Гафарова очистить территорию мечети от мусора и заложить участок обвалившегося забора. Присоединиться к благому делу можно в эту субботу, 29 октября.